Не виснет. Так, появился. Ассаламу алейкум. Массира Сюрдикюэль. Добрый вечер. Приветствую всех. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 4 января 2021 года, 20 часов 1 минута по Берлину и 22:01 по Джагару. Приветствую, друзья. И опять мы вылетели, да? Или нет? Нет. Или да? Обрыв, да, произошел? Вот я не вижу себя здесь. Может, вы меня видите, как в прошлый раз? У меня обрыв. Посмотрим здесь. Видно, слышно, видно. Вот у меня не видно на экране. Сейчас, друзья, сейчас. Так, тут видно. Так, ассаламу алейкум. Вот у меня на экране, на моем компьютере произошел обрыв связи. Вроде бы. Сейчас мы попробуем перезагрузить. И посмотрим. Так, тут вроде бы видно. Почему нас так мало? Так, ва алейкум ассалам. Всех приветствую, друзья. Я смотрю, у нас начинается уже с небольших проблем. Ну, то, что видно, уже хорошо меня. У меня просто на экране возникает проблема на компьютере. Ну ладно. Связь есть. Съемка идет. Вот здесь теперь тоже оборвалось. Так. Наверное, надо будет перейти, скорее всего, нам. Видно меня, друзья? Видно. Теперь там вижу, здесь не вижу у себя тут. Здесь остановилось. Ну ладно. Мобильная связь. Почему у нас 7 человек всего? А здесь 17 показывает. Ну ладно. Короче говоря, где мои модераторы? Есть модераторы. Если съемка идет и будет проблема на той стороне, вы мне должны сообщить, где мои модераторы. Никого нет. Все спят. Новый год празднуют. Ну, это... Вот я читаю сейчас комментарии и вижу ваши приветствия. Всех приветствую. Так, ассаламу алейкум. Асумасу бусал бейджа. Иса, неуловимый Джо Асламбек, воин Ичкерия, Шавига Машвой. Так, воин Ичкерия, я тебя назначаю модератором. Добавить модераторы. Если обрыв связи будет, ты теперь модератор, короче, можешь. Так, ассаламу алейкум, чат и Аслан и чат. Ва алейкум ассалам, всех приветствую. Хэшуя, воин Ичкерия. У Хэшуя. Напиши, если ты видишь. Так, этот тоже пропал.
Ну ладно, давайте начнем. Вроде бы сейчас все работает, посмотрим. Вроде бы опять собираются люди потихоньку. Всех приветствую. Так, Войнич Керема, модератор. Если будет обрыв связи, я буду показывать какое-нибудь видео, я буду что-то читать и не буду видеть экран, и будет обрыв связи, ты мне пиши на WhatsApp. Скажи обрыв связи. Гордуй. Так, салам и шалом всем моим друзьям в чате. Исаак Шмулевич, салом, шалам. Шалом, салам, салам, шалом. Так, понял, хорошо. Так, еще раз всех приветствую, друзья. Извините, у нас возникают иногда технические проблемы. Вот мы и зависаем. Вот мутист, мобар, задул, штукар. Так, можете задавать вопросы, буду отвечать в силу своих возможностей. Аслан, только тебя одного глючат, остальные никого не глючат. Ичкерийский беспилотник, дрон. Да, США, Америка, и Варвар так пишет. Это не в первый раз. Вот сейчас, когда им особенно я начинаю мешать по каким-то вот делам. А дела следующие, ну что я делаю, вы все видите. Я пытаюсь анализировать то, что они делают, и делать какие-то свои выводы. И им очень это, видимо, не нравится. Очень не нравится. Зависли мы, Эллаш. Так. Поэтому они нам мешают. Это говорит о том, что мы делаем правильное дело. Правильно. Мы движемся в правильном направлении. Другой вопрос. Если мы делаем что-то, что им мешает, то где, как говорится у Адама Смита, где в одном месте убывает, то обязательно в другом месте прибывает. Если у кого-то возникают из-за этого проблемы, значит кому-то из-за этого происходит польза, выгода какая-то. Есть выгода-приобретатель. И вот я надеюсь, не только мы одни выгодоприобретатели того, что я делаю, а что и другие игроки в этом деле, участники, тоже, наверное, приобретают какой-то. И для этого, наверное, надо делать что-то, чтобы я мог нормально делать свою работу. Так. Эй, мы за тебя, говорит. Так, я за тебя, Кепка, ты чё? А ты чё? Ворор Аспиорукс. Доброго вечера из Киева, Анна. Здравствуйте, Анна Старовойтенко. Здравствуйте, здравствуйте. Джо Игилаев. Джо, и у нас уже здесь такие ребята собрались. Исаак Шмулевич, Аслан, может у тебя по соседству в доме агенты сидят с оборудованием? Исаак Шмулевич, я думаю, исключено, что они... Все возможно, конечно. Но исключено, что они сидят в этом доме где-то поблизости. Плахтер Алексей. Демократов глушат иногда в прямом смысле слова. Либералы живут и благоденствуют. Так, как найти, Асан, в субботу в 13 часов намечается митинг. Огласи это, призови всех на митинг. А кто организатор, как найти? Кто организатор этого митинга? Довели в Казахстане сейчас революция. Да, секрет Трамптер, да, там революции, может, пока нет, но недовольные люди есть. США, Америка, если ты в числе большинства, то подумай, в чем ты не прав. Да. Главное, чтобы в Казахстане Россия не вылезла, Игорь Кирилюк. Да, она, мне кажется, оттуда и не вылазила из Казахстана-то. Казахстан на митинге с подорожанием продуктов и топлива. Власти вроде решают. Ну, колбасный бунт, да, в Казахстане. США, Америка, если ты читаешь, это я уже читал. Ночью, но ассаламу алейкум, ассалам алейкум, ассалам. Ассамблея чеченцев. Ну, а кто организатор, что за ассамблея чеченцев? Вроде бы, что за ассамблея чеченцев?
Я бы хотел знать, по какому поводу, что за ассамблея. Закончились времена, когда я уже, не задумываясь, делал вещи. Доброй ночи, Аслан. Ваш прогноз Украины и России. Россия вторгнется в Украину или это все блеф Америки и России? А меня не видно, говорят, да? Ну ладно, сбиваешь ты и видно все. У меня вон модератор есть. Так. Доброй ночи. Я не знаю, мои прогнозы, они на самом деле ограничиваются только вот той информацией, которая есть в публичном доступе. И, конечно, когда кто-то задевает какие-то свои спецоперации, я много узнаю только по факту, когда это уже свершается, да, происходит. Поэтому у меня нет какой-то инсайдерской информации, поэтому прогнозы давать дело, как говорится. Хотя я иногда беру на себя такую смелость и делаю такие прогнозы. Но я говорил, до сих пор придерживаюсь последней своей версии того, что в Украине происходит. Украина хочет, я так понимаю, что там происходит. Украина, Америка, Украина очень сблизились в своем вопросе решить украинский, российский вот этот военный вопрос. И как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, что на кону стоит больше, чем Украина. И это абсолютно так. Об этом мы давно кричали, давно говорили. И, наконец, Блинкен об этом сказал. И это очень хорошо, что он расставил акценты. Это так. Новое поколение американцев, нельзя назвать его молодым, эти люди уже и 50, и 60, и 70 лет. Разные сенаторы, разные министры, разные американцы, патриоты своей страны из разных структур, и спецслужб, военных, политиков, там, сенаторов там, и так далее, политиков, журналистов. Перед ними им брошен вызов Россией. Россия пойдет, как когда-то сказал Проханов, пойдет до тех пор, пока не дадут в пятак. И это абсолютная правда. И так об этом мы тоже давно говорили. Наш Дудаев говорил, в частности. И еще некоторые лица говорили. И сейчас откровенно позвали свинью за стол, она и ноги за стол. И эта свинья теперь провоцирует Соединенные Штаты. И те люди, которые сейчас возглавляют Соединенные Штаты, которым досталась сверхвеликая, сверхсупердержава в этом мире, первая страна, да, там демократия, у них новые люди приходят. И немножко, мне кажется, американская власть, американское само государство, оно расслабилось в силу там множества каких-то причин, да, не знаю, всех даже причин. Но трудное время рождает сильных людей, сильные люди делают хорошее, легкое время. Легкое время рождает слабых людей, слабые люди делают тяжелое время, и все повторяется заново. И сейчас из-за вот этого легкого времени, хорошего, благоприятного для Америки времени, развала Советского Союза, так называемого развала Советского Союза, который фактически был переформатированием из колхозной экономики на рыночную, на рельсы рыночной экономики переводили и вошли во все международные институты, не во все, конечно же, во многие, которые не следовало бы пускать, вошли. Это дополнительно к тому, что является Россия постоянным членом Совета Безопасности ООН, ну и многие-многие вещи. Потом колоссальные деньги, дружба с Америкой, стояние на коленях перед Америкой, унизительно стоять, да, для такой великой державы, для того, чтобы
это делается для того, чтобы расслабить Америку, расслабить Запад и нанести вот сегодняшний удар. Сегодняшний удар будет ровно до тех пор, пока они не получат в пятак. Это однозначно. Только язык силы и сильных людей они уважают. Других они не уважают. И вот теперь вот тому поколению американцев, которые сейчас у власти, потом которые придут во власть, которые наблюдают за всем этим, им сейчас выпал такой исторический экзамен. Сможет ли они пронести то государство, которое им досталось, и долгое время они бились за это, не напрягаясь, за свою страну, за сверхдержаву, за супер Америку, которая без преувеличения супердержава в мире, в историческом существовании человечества такой супердержавы не было, с такими возможностями. И я уверен, что они выстоят. И это поколение, что оно справится с ошибками, может быть, за счет нас это будет, за счет Украины будет, за счет чеченцев будет, грузин будет. Но то, что Америка, она как государство, как цивилизация выстоит перед кучкой КГБшников, вообще абсолютно малограмотных относительно того, какими могли бы быть или есть та сторона Америка. Поэтому так я уверен. Конечно же, возможно все в этом мире. Возможно все, в том числе и коронавирусы, и землетрясения, и все что угодно, что может уничтожить, да, Америку. Перевернуть все на Земле. На это как бы и рассчитано с той стороны. Конечно же, коронавирус это не убийство всех. Потому что сами умирать они не хотят. Русские имеются в виду. Они хотят жить, они хотят развиваться. И сейчас они хотят поставить перед Америкой выбор. Вот дойти до тех пор, пока вот я вам сегодня расскажу, этот руководитель НАТО Расмуссен, или кто сейчас я, это я все буду сейчас вам рассказывать. Йенс Столтенберг. И эти люди, в принципе, уже начали отвечать. И Америка начала разворачиваться. И Блинкен правильно говорит. И поэтому я не считаю, что нападут русские, открыто вторгнутся, когда НАТО говорит, что примет Украину. Что уже нужно от слов переходить к делу. И это нужно делать, без сомнения, нагло, вот то, что ультиматумы ставят России, абсолютно наплевательски отнестись на все, что она говорит. Вообще как ноль без палочки отношения должно быть у Запада, у НАТО, у США к России. Все, что она может сделать, она делает. Если вы дадите слабинку, имеется в виду Америка, НАТО, Запад, еще попросят, и все равно в нос придется дать, потому что рано или они будут идти ровно до тех пор, без зазрения совести, без капли морали, без капли нравственности, человечности, порядочности, честности, они будут идти. И рано или поздно придется дать в нос. И когда дадут в нос, это та территория, та жизненное пространство, которое они смогут занять, вот это уже на этом они и остановятся. И чем дальше пройдут, тем у них больше возможностей будет. И больше надо будет пролить той самой крови в нос. Удар должен быть более сильным. Поэтому не нападет Россия на Украину, но будут террористические акты, будет коронавирус, будет информационное вот это нагнетание, которое уже нагнетается, только из-за того, что сказали, что примут в НАТО. Я вам сейчас зачитаю одну очень интересную выдержку. Сейчас, одну секунду.
бывший генеральный секретарь НАТО Андреас Фог Расмуссен считает, что США или НАТО в любом случае не должны давать России обещаний по поводу дальнейшего расширения. Он напомнил, что в 2008 году НАТО обещало Грузии и Украине место за столом. Такое заявление он сделал в интервью «Политика». НАТО не может иметь политику открытых дверей по расширению, в которой она продолжает позволять Путину выполнять роль швейцара, сказал Расмуссен. И это абсолютно так. И сейчас есть истерика началась у России, и сейчас есть информация, что НАТО и Украина будут тесно сотрудничать. Это не значит, что сейчас придут натовские войска. Это значит, что украинцам самим придется воевать, самим зачищать свою территорию, самим возвращать свои земли, восстанавливать границы. Но это значит, что будет абсолютная поддержка, если успеет войти за этот период. Это фактически невозможно, но было бы хорошо, если бы вошли бы. Даже в таком случае, может, войска и не пошлют, но сражаться придется самим украинцам. Это должны четко понимать все и четко быть настроены. Но это будет оружие, это будет суперсовременные технологии, это будет вход, опять же, в НАТО. Любой ценой нужно сейчас отстоять, что бы там ни произошло. И после этого Украина оказывается в НАТО. И мне кажется, вот на сегодняшнем отрезке Зеленский, как бы его не хаяли, а его сейчас хаят, а сейчас хаять его нельзя, это президент, это человек, который, можно со стопроцентной гарантией сказать, что не является предателем Украины, а все остальное можно прощать, нужно договариваться. С американцами он хорошо находит язык, на мой взгляд, находит общий язык. И вот то движение, Америка заинтересована, НАТО заинтересована, Запад заинтересованы помочь Украине. Просто нужно, учитывая свои интересы, подготовиться и занять свою территорию в соответствии с Минскими соглашениями, дойти до границы, и после этого те, кто не амнистировать некоторых лиц, да, и туда привести телевидение украинское, начать разъяснительную работу среди тех, кто еще не понял. А когда люди поймут, что граница закрыта, и России помогать нечего, и вот эти преступные элементы, которые находятся на территории Луганска, Донбасса, Донецка, Луганска, вот на части Донбасса, эти элементы, когда покинут, люди многие поймут. И многие перестанут говорить, что мы там за Россию и так далее. При всем при этом нам объясняют, что если сейчас Донецк, Луганск присоединить, там будут какие-то элементы, которым дадут больше прав, и они там будут патрулировать свои там улицы там и так далее. Ничего подобного. Не обязательно именно воевавшие должны патрулировать. Тем более воевали и россияне тоже. А они обязаны будут покинуть. Если он не гражданин Украины, он должен убраться с этой территории. В противном случае он должен попасть в фильтрационный лагерь на территории Украины, где его должны четко проверить, посмотреть, воевал он, не воевал. То, что делали русские в Чернокозово и в других концлагерях, ПАП-1, ПАП-2 на территории Чеченской Республики Ичкерия, этого, конечно, категорически делать нельзя, потому что это военные преступления, это геноцид. Но все остальное в рамках закона, конечно, Украина обязана делать, задерживать, допрашивать. Сепаратисты, это преступники, это не чеченцы, которые воевали за свою землю. И набрать новых донбассцев, луганчан, дончан, которые будут охранять, милиция новая будет и так далее. Это все должно быть сделано. И нас пугают, что Донецкий, Луганский, там какие-то вот эти им дадут полномочия, они потом в парламент войдут, в Киеве, в Раду войдут, и там, и так далее, и так далее. Ну так и так там сидели долгое время там разные люди, которые откровенно прорусские. Тот же, например, есть Кива такой. Я считаю, что этот человек больше полномочий
дончане не получат, чем депутатская неприкосновенность. А вот у Кивы, по-моему, она была, ну, это откровенный, мне кажется, какой-то, ну, или дурачок этот человек, или это предатель. Ну, в любом случае, он не действует и что он говорит даже в отношении Украины, президента Украины на российском канале, когда его приглашают, и вообще, как можно приглашать на российский канал. Ну, и таких много, и Украина лучше меня знает вот эти вопросы. В Украине об этих людях все знают. Поэтому никакой такой угрозы я не вижу. Украинцам нужно зайти просто, занять территорию. Абсолютно, вот сейчас я буду вам зачитывать, Жириновский будет, говорит Жириновский, абсолютно точно можно утверждать, что какие-то попытки, если может не так сильно, как они хотели бы, террористические акты, Жириновский говорит про применение химического оружия, что украинцы будут применять. Это значит, что это они будут применять. Поэтому в этом случае нужно всему обществу, всей нации украинской, вне зависимости от национальности, религии, взглядов политических, там, пристрастий, собраться и забрать свою территорию, восстановить территориальную целость, восстановить конституционный порядок. Сперва на этой части и автоматически сразу же переходить на Крым и восстанавливать Крым. Потому что если где-то восстановил Донецк, Луганск, останавливается и хотя бы словом, украинцы очень часто пытаются разделить вот это. Запад не делит, Америка не делит. А вот украинские политики почему-то по какой-то причине как бы готовы пожертвовать. Это, мне кажется, преступление против государства, против граждан своей страны, против истории своего государства. Это никто не должен делать, но пытаются не говорить про Крым. Бутусов такой есть, он написал, кстати говоря, да, вспоминая, что неполноценное государство было в 1994 году, когда Россия напала на Ичкерию 31 декабря, бои, напала она раньше, 11 декабря открыто, но 31-го вошла. И говорит, неполноценное государство, вооружение, ну, часть того, что он говорит, правда, вооружение слабое было и так далее, координация, ну, все было чисто стихийно. Не все стихийно, но в основном народ вышел и народ воевал. И, говорит, неполноценное было государство. Ну, вот таких вещей про нас лучше не говорить, лучше свое полноценное государство, когда мы 15-20 лет дали Украине, показать, какое у вас полноценное государство, и полностью восстановить свою территорию. Да, все вот это русское, прорусское, вот это все раскидать и свое украинское раз и установить. Это не значит национализм, фашизм, это значит, это украинское государство. Оно не русское, не белорусское, не армянское, оно украинское. И оно должно быть восстановлено. Сегодня я как раз смотрел, русские говорят не до государства, Украина квазигосударство. Я даже записал, у Соловьева там начали возмущаться из-за того, что сейчас Украина будет входить в НАТО. Это без сомнения, реально это для политиков того же Владимира Зеленского, это исторический момент, когда этот человек войдет в историю. Без сомнения. Просто нужно делать все правильно, а правильно это отстаивать интересы своего государства, целостность своего государства. Другого нет вообще, пути другого нет. Если не можешь, Владимир Зеленский на самом деле справляется. Я так вижу это. Претензии есть, но я вижу претензии только его охаивания, что вот он это сделал, он то сделал. По факту Зеленский все делает правильно. У меня категорически, конечно, есть претензии, как у чеченца, что с чеченским батальоном, с другими чеченцами там происходит. Но я очень надеюсь, что с этим разберутся. И я готов принять посильное участие для того, чтобы в этом разбирались. Готов абсолютно на любом уровне. Но пока видно, что украинское государство стоит и будет стоять еще долго. Надо идти дальше и забирать свою территорию. Вот так, если как раз это было для меня важно озвучить. И если есть вопросы, это только лишь мое мнение, которое я говорю, которое нужно
человек, который имеет информацию только из открытых источников, у меня нет никакого инсайда по этому поводу. Я считаю, что русские не попрут. Теракты они сделают только тогда, когда вы им позволите сделать. Потому что теракты, у них смертников нет. Применить какое-нибудь химическое оружие без последствий, им это будет, имеется в виду, без выявления, что за ними стоят они, это военные преступления, преступления против человечности, если они какие-нибудь там массовые убийства совершат с применением химического, какого-нибудь бактериологического, ядерного. Если говорят химического, не всегда химического, это может быть и ядерная какая-нибудь, все что угодно может от них ожидать, но они трусы. Вот это должны понимать, все, что они делают, это понты, только если им позволить, если серьезно им продемонстрировать серьезность духа, серьезность намерений, заползут под корягу и будут повизгивать, как они умеют. Поэтому только так можно с ними разговаривать. Только так можно вести дело. То же самое, что делает НАТО. Я сейчас расскажу про НАТО. НАТО абсолютно верно себя начало вести. Другого варианта просто нет. С ними по-другому вести. Нужно четко, вообще не нужно обращать внимание на лай собаки из-за поребрика. Это вообще не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к НАТО. Это решает, как здесь было сказано, я вам сейчас почитаю. Это решение принимают НАТО и страны НАТО и Украина. И важно, чтобы и Украина и страны НАТО, в первую очередь и страны НАТО, особенно некоторые страны НАТО, которые давлеют любовью к террористам, к фашистам и к убийцам из-за поребрика, они чуть-чуть свою любовь сбавили, поняли, что все-таки нельзя так в это трудное время, это можно расценивать как предательство и интересов НАТО, и интересов западных стран, вообще цивилизованного мира. Реально стоит война между безбожной Россией, КГБшным вот этим преступным террористическим режимом и цивилизованным, человечным, гуманным миром. И именно так это нужно представить людям и именно в таком русле разнести. Америка не может сама все это на себе нести. И все равно нужны мы, с кем все другие страны, которые будут вносить свой вклад по привлечению, по сперва остановке, а потом привлечению к ответственности вот этих КГБшников. И вот это трудное время я связываюсь с захватом там дома людей, чтобы оказать на меня давление, чтобы вот эти вещи я не говорил. Потому что многие вещи, которые я говорю, они потом имеют какое-то действенное, практичное применение, как мне кажется. Или они просто совпадают так. Посмотрим. Ну, давайте. Я надеюсь, мне пока не звонят, значит, у меня видео работает. Так, стрим работает. Смотрите, я вам сейчас покажу, что говорят НАТО. Это Лента РУ сообщает. НАТО собирает неочередное заседание. Вы там все не увидите, потому что у меня чуть увеличен экран. НАТО 4 января 2022 года. НАТО собирает неочередное заседание из-за Украины. Пресс-служба НАТО на своей странице в Twitter анонсировала внеочередное заседание министров иностранных дел Альянса по поводу подразделений армии России, размещенных на границе с Украиной. Министры иностранных дел НАТО, стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности, говорится в сообщении. Также стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации. По ее словам, другие страны не отправят своих солдат воевать в случае агрессии России. Однако украинские солдаты стояли и будут стоять на передовой. 4 января подтвердили проведение переговоров с Россией, в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета России и НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу. 30 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил сдерживание агрессии России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анна-Лена Бербак и Жаном-Ивом де Ле Дрианом. В ходе разговора союзники подтвердили готовность взыскать с России высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов. Понимаете, да? Вот эти же главы МИД сейчас будут собираться, будут уже сегодня, завтра будут собираться и обсуждать дела по НАТО. Далее, что пишут русские? РИА Новости, самые лживые средства массовой информации, вот что пишут. Тоже 4 января 2022 года. Обновлено вот только что, 19:18. Буквально за час, да, за два, за полтора. Москва, 4 января. РИА Новости. Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины, запугивают русские. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета по согласию между Соединенными Штатами и Россией Катрин Ванден Хойвелл. Дело в том, что когда происходит какая-то ситуация, то русские, если они не могут откровенно врать, они начинают брать из разных источников противоположные или по любому вопросу всегда возникают разные точки зрения. Даже у одной стороны, например, у той же натовской стороны, западной стороны, могут разные вопросы возникать, разные мнения возникать по определенным вопросам. И вот в этот момент русские берут вот эту новость и ее нам преподносят, как будто что возникнут проблемы и все это будет. Но мы здесь можем прочитать только то, что русские признают, что вступление Киева в НАТО, в Североатлантический альянс, что уже об этом идет речь. И именно из-за этого вопроса, из-за того, что сказали, что вероятно сейчас Украина и Грузия вступят в НАТО, началась истерика в Кремле, и, соответственно, Соловьев сразу же там отвечает, начинает истерить, собрал вот этих своих карманных экспертов, и они начинают сейчас истерить. Вот что сообщает директор журнала Nation. Американский комитет за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрины Ванден Хойвелл. Вице-президент американского комитета за согласие. Я, правда, не знаю, что это за вице-президент, который за согласие выступает. Но, может быть, какие-нибудь как Саймонсы или Симонсы у них, которые есть. Может, это есть на самом деле какое-то... Ну, какое согласие с террористами-фашистами? Кто бы это ни был. Я могу только это сказать. Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте, сказала она. Слова публикации на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy. Я не знаю, реально не знаю, кто такая Катрин Ванден Хойвелл, но я знаю, что никакой гражданской войны в Украине не было с первых дней аннексии Крыма. И аннексия Крыма это тому яркое подтверждение, поэтому оставим на этой совести. Но то, что они об этом пишут и сейчас волнуются, это очень показательно. Теперь скажем, что сказал Жириновский. Тоже сегодня же высветил этот провокатор. 4 января сообщает тоже Лента.ру. Это уже
лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что на территории России и самопровозглашенных республик Донбасса возможны теракты и провокации с химическим оружием. Депутата цитирует телеграм-канал агентства ура.ру. По словам политика, инструктора НАТО используют Украину для создания подразделений диверсантов, которых готовят в специальных центрах на территории республики. Жириновский допустил, что именно подготовленные диверсанты способны устроить теракты и провокации. Ведь даже не обязательно, что она, Украина, то есть, не вступит в НАТО. Вся территория ее используется НАТО, от моря до моря. Там везде есть спецслужбы. Все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности, предупредил разнонаправленный лидер либерал-демократов. Здесь вы тоже можем увидеть, что говорит Жириновский. Он говорит, не обязательно, что она даже вступит в НАТО. То уже речь идет о том, что они уже взволнованы. Как говорится, выпьем же за ночь переживаний в Кремле. И мы, как видим, они уже волнуются, что Украина вступила. И мы очень надеемся, что НАТО до конца принципиально, серьезно, проказывая свою необходимость, свою силу, отстаивая свои принципы, она примет Украину, примет Грузию. И я очень надеюсь, и Чеченскую республику, Ичкерию тоже в ближайшее время тоже примет. Далее слушаем, что говорят Ракурс, сайт Ракурс. УА, это Украина. Вот это Расмуссен. Путин не должен быть швейцаром, экс-генсек НАТО об открытии дверей для Украины. Украина в НАТО тоже 4 января днем. Украина в НАТО может оказаться только по своей воле и по воле членов Альянса. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерсон Фог Расмуссен считает, что США или НАТО в любом случае не должны давать России обещаний по поводу дальнейшего нерасширения. Он напомнил, что в 2008 году НАТО пообещало Грузии и Украине место за столом. Такое заявление он сделал в интервью «Политика». НАТО не может иметь политику открытых дверей по расширению, в которой она продолжает позволять Путину выполнять роль швейцара, сказал Расмуссен. Он призвал прекратить фактическое вето российского лидера Владимира Путина на евроатлантические стремления Украины и Грузии. Также экс-генсек напомнил, что Россия подписала хартию ОБСЕ 1999 года, в которой говорится, что неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать или изменять свои планы безопасности, включая договоры об союзах. Напомним, ранее мы сообщали, спикер Российского министерства иностранных дел МИД выступил с обвинениями в адрес Украины и государств-партнеров. Она назвала украинского президента Владимира Зеленского угрозой для Украины. Вот вы получите. И добавила, что Киев будет расстреливать украинцев из оружия. Владимир Зеленский угроза для Украины. Не подчиниться России – это угроза для Украины. Вот прямо. И этим вспоминаются слова, которые говорил Путин про Масхадова. Масхадов был законно избранный президент. И Россия делала ставку на Масхадова. Сейчас я это переключу. Она сказала, когда были выборы президента Чеченской Республики, Россия сказала, что поддерживает Масхадова, что они хотели бы увидеть Масхадова. Чеченцы, которые были уставшие от этой войны, были в шоке, потрясены потерями, колоссальными потерями человеческого населения своего, разрушенные города, все было уничтожено. И чеченцы готовы были, мы не хотели этой войны, мы даже не верили, что эта война начнется, когда она начиналась. Сейчас украинцы удивляются, что не верили, я говорил украинцам, начнется, за год говорил до этого. И мне не верили. И
можно было понять, что не верят. И чеченцы выбрали Масхаду. Через какое-то время сидит Путин и говорит, кто выбирает Масхадова, тот выбирает войну. Это был ультиматум чеченцам. Это было перед референдумом. Хотя на референдум так никто и не пришел у них. При всем при этом так было. Потом, когда убили нашего законно избранного президента, его тело не отдали, обозвав его террористом. Хотя этот человек категорически всегда выступал против терроризма. И когда был захват в школе в Беслане группой наших диверсантов, он тогда с ценой своей жизни готов был поехать, даже если его русские там убьют, попробовать дойти и дать приказ тем, кто там находится, немедленно отпустить или как-то спасти этих детей. Ну, ему не дали и начали штурм школы, не дали ему приехать, потому что он мог начать говорить и спасти детей. А этого нельзя было допустить, и Путин оказался бы в плохом свете. Зеленского, которого поддерживали русские, когда Зеленский начал отстаивать интерес своего государства, назвали вот тем, который начнет войну фактически. Угроза для Украины человек. Вот как преподносится. Поэтому, украинцы, понимаете, к чему все идет, с кем вы имеете дело. И, как говорится, не стесняясь, да, не стесняясь, надо гнать вот этих людей. Они, Америка, не только Америка должна, наоборот, сейчас исторический момент у украинцев, вообще у всех сейчас исторический, вообще происходит исторический момент. Историческое отстаивание США своего первенства, и реально есть возможность стать американским разным политикам, дипломатам, журналистам, вообще Америки самой стать еще сильнее, что возможно, убрав всю угрозу в лице России. Те же коронавирусы, все изменится, теракты, Израиле все наладится, с Ираном все наладится, там в Сирии все наладится, везде все наладится, Япония все наладится, везде просто все будет на мази, если сейчас России дадут по носу, а ей дадут по носу, без сомнения. И эти люди, которые дадут по носу, они станут историческими фигурами в этом, появятся сейчас. То же самое касается и Украины. Те люди, которые сейчас в Украине, я убежден, я Владимиру Зеленскому хотел бы сказать, держись, Володя, если что, я с тобой, абсолютно ничего, не волнуйся, знаешь, все отлично, полный вперед, вообще как фигня из-под ногтей относись. Ты лидер, ты президент самой крутой страны, исторической перспективе, это будет та, которая дала так в нос вот этому Мордору, и ты будешь президентом той страны. Все, буквально все изменится вот в течение ближайшего времени, если ты покажешь силу характера. А то, что у тебя он есть, это видно, без сомнения. У вас он есть, Владимир Александрович. Поэтому вот такие вот дела. И все, мне кажется, все отлично. Пытаются сейчас разговаривать, объяснять России, что не стоит получать по шее, в нос не стоит получать. Это значит, что миллиарды денег, отпущенные России на свои спецслужбы, на военщину, на ту же Украину, те тысячи диверсантов, десятки тысяч разных там пособников, вот этих подкармливаемых России, эти люди тоже никуда не денутся, но они будут пытаться проводить диверсионные акты, убийства, подрывы, применение, как Жириновский говорит, химического и другого оружия. Наверняка будут пробовать. Но это война. Это война, которой нужно победить. И есть все шансы всем победить. Просто нужно стать монолитной силой, которая пойдет вперед. Вот как-то так я это все вижу. У нас стрим не зависает, что очень меня радует сегодня. Давайте почитаем ваши комментарии. Очень много я говорил.
США, Америка. Аслан, нет худа без добра. Заявление Кадырова приблизило признание независимости Чечни Украиной. Нет, США, Америки не приблизило. Это ни о чем не говорит. Я присоединю к Чечне там, и так далее. Они говорят, что Кадыров какая-то независимая фигура и так далее. Теперь уже они начали говорить, что Чечня как будто независимая. Независимая Чечня, Чеченская республика Ичкерия, будет, когда оттуда уйдет последний российский сапог, и чеченский народ изберет себе президента и парламент. Вот тогда она будет независима. До тех пор она оккупирована. И это все ерунда. Это то, что сделал Кадыров, сказав, что присоединит. Может, он оговорился, имел в виду, может, к России присоединит Украину. Может, к Чечне, может, так у него было задумано. Не знаю. Но это было, мне кажется, сделано для того, чтобы Путин просто с себя снял этот вопрос, ему все вопрос Украина, Украина, Украина. И он говорит, ну ты возьми там, заяви об этом, поговори. То же самое было в самом начале войны против Украины, когда Кадыров рассказывал, пугал, там, угрожал, через Кадыров. Путин сам, надо понимать, Путин сам, и как любой КГБшник, им нужно на кого-то взвалить. МВД это будет, Следственный комитет это будет, там какой-нибудь глава их республики будет, или там какой-нибудь росгвардейец, журналист будет, неважно. КГБ сам не может говорить, потому что они хозяева этой страны, и они считают, что любой вот этот мусор они могут использовать. Поэтому Путин просто, тем более Путин, да, как первый представитель этих КГБшников, главный представитель, главарь этих. И поэтому он переложил этот вопрос на Кадырова. Это значит уступка. Он уже понижает, говорит, что это не меня касается, он будет лаять, запугивать. Но это говорит о том, что начнутся какие-нибудь террористические акты, которые будут якобы выполняются там кадыровцами, чеченцами, там начнется вот эта вся тема. Без сомнения, к этому нужно быть готовым. Украина, я думаю, должна быть готова, но это нужно ожидать. И те войска, которые подтянули, они будут как таким давлеть. Я думаю, даже можно наносить удар по вот тем войскам, если они начнут хоть как-то оказывать помощь. Они будут, для этого они в принципе стоят, при помощи турецких дронов. Я думаю, можно всю эту технику быстренько превратить в металлолом. Но это дело украинских военных, Украины. И не показывать слабость. Вот самое главное, что мы не сделаем, мы не можем. Ничего они не сделают. Не нападут они. На Украину не нападут. Не посмеют они просто-напросто напасть. Теракты будут. Но зайти на территорию, занять свою территорию до границы, выставить туда войска, начать внутри территории своей, внутри страны зачистку, быстро создать фильтрационные лагеря, быстро отправить вот этих всех террористов и бандитов в фильтрационные лагеря. Кто успеет, убежит. И все, никакого сопротивления не будут они оказывать. Русских военных они сразу отзовут. Но все зависит от настроя. Первое вперед бросят вот это мясо, которое они вот эти 7-8 лет, почти 8 лет уже накапливали. Это мясо или разбежится, или сдастся в плен, или будет перемолото украинской армией, и все, и на этом украинцы спокойно зайдут. Будут подрывы, диверсии, провокации, визжание со всех средств массовой информации, как будто вот конец света наступает. Это все просто полностью игнорировать, занимать территорию, и все. И это исторический шанс для Украины вообще. Это Украина станет страной, которая дала в пятак, как когда-то мы, чеченцы, дали в пятак. Вот вам теперь, украинцам, это предстоит сделать. И вот у вас будет, и сейчас у вас открыто, нас Америка открыто не поддерживала, там как-то там все стеснялись, там кривлялись, как-то были, но и с нашей стороны ошибки были. Вот чтобы не было с вашей стороны ошибки, вот делюсь опытом, так сказать, рассказываю, как было у нас и как должно быть у вас. Как-то так, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии снова. Фриман антипатизм. Манька с залитым бояркой бельмами совсем окосела от брехни. Отчаянный блеф лапотников никого уже не волнует. Так, давайте перемотаем.
Аслан, но с первыми дали чеченцы московитам. Доктор Брин. Да, я сейчас как раз об этом и сказал. Аслан, ты льстишь Зеленскому? Абсолютно нет. Я абсолютно считаю, что Зеленский сейчас все делает правильно. Не все, конечно, но в отношении его военный, скажем так, все делает правильно. И Украина идет в правильном направлении. И Зеленский не мешает и поддерживает их в этом. Это уже все правильно, отлично. Кадыров Милухаишун, дох жали юхя хулк жим моск питан дадолаш. Исан ющи Путинс элкуш моск дукебо. Да, именно так. Послушайте интервью Гордона с Богдана, и становится ясно, кто такой замминистра МВД России и кто были СНБ, 450% агенты. Так что параллели очевидны. Судьба Украины не быть суверенным государством. Да, Арно, у тебя очень пессимистический взгляд, и тем более ссылаться для депутата парламента Чеченской Республики на Гордона, который не признает наше государство, это говорит лишь о том, что это гибнюк, самый настоящий. Его поддержка на выборах президента, там, как его, Семененко, кто там был, КГБшника, прямо пока, и вообще вся история Гордона показывает от продажи им вот этих пирамидок и начиная всем остальным, и какие люди дают ему интервью, по факту почти все КГБшники, старые, новые, дают большие, много лет он идет, не спорю, язык подвешен, грамотно умеет уходить от любого вопроса, очень неглупый человек, но он, то, что говорит он на Зеленского, это еще не является истиной в последней инстанции, далеко не является. Я считаю, даже швец, который начал говорить за того же, за кого поддерживает Гордон, лучше бы он не проводил, мне кажется, стрим свой, делал бы свои вот эти анализы, потому что просто понятно стало, почему и швец тоже никогда не говорит о Чечне. Потому что все гибнюки, они заодно по Чечне, по вопросу Чечни. Если человек не поддерживает независимость Чечни, не признает преступления России против Чечни, этот человек автоматически является, в моем понимании, не простой человек, а вот который занимается такими вещами, политикой, там, журналистикой, это самый настоящий гибнюк, потому что он лжец. Мое государство, наше государство с тобой, оно не признано только лишь потому, что была какая-то выгода вот этим гибнюкам. Не говорить сейчас об этом. Все остальные об этом говорят. Поэтому Зеленский абсолютно не пророссийский. И то, что сейчас русские просто его ненавидят, а это очень хорошо, это отличный показатель. Не понарошку ненавидят, а по-настоящему его там. Это очень хороший показатель. Я чувствую такое же отношение их к себе, как сейчас они к Зеленскому относятся. Только там, как президент большой страны, к нему, конечно же, намного больше это все идет, но у нас чувства их к нам, они одинаковые, что меня делает абсолютно подталкивать к тому, к мысли, что Зеленский на моей стороне, на нашей, то есть. Так. Когда пытаешься рассказать гибнявому правду, что это похоже на изгнание беса, его всего трясет пеной изо рта. Так, а я красавчик. А там мне... Так, давайте почитаем ваши дальше комментарии. Когда пытаюсь рассказать Фримен точку, тем более 200 км для авиации, это вообще ничего не знаю. Военная база к северу, к востоку от границ с Украины. Так, и вред столетием не изгладить. У них особенная стать. Чекисты могут только гадить. Да. А сам в Казахстане идут митинги. Посмотрите ТВ Дождь. Присоединитесь, поддержите казахов.
Да, мула, иншаллах. Да, мула. Поддержим, конечно, наших братьев-казахов, но посмотрим, что там у вас там будет, к чему придет. Не вижу идеи, понимаете? За колбасу нельзя убрать гибнюков, которые у власти в Казахстане с момента развала Казахстана. А все остальное это имитат. Нужна идея для казахов. Казахи должны выйти для того, чтобы установить народную власть, народовластие. А если какая-то часть казахов хочет уже старого Назарбаева или его человека сместить, там что-то поменять и поиметь какие-то выгоды, мне это, извините, это не интересно на самом деле. Важно ведь то, чтобы казахи, граждане Казахстана стали свободными людьми. А от колбасы это, ну, перерастает это, конечно, иногда. Но если там из-за продуктов, из-за бензина, не всегда это приводит. Как бы, нужна программа, четкое понимание, четкие ориентиры, куда двигаться будет народ Казахстана. И без этого, ну вышли на митинг, ну, снизят там стоимость гречки, хлеба, там, бензина на какой-то там процент, дадут талоны кому-то, и все. Нет, это не идея. Ну, конечно, я посмотрю, и братьев казахов я переживаю, поддерживаю. Ну, свободных только. Ну, никому нет жития от этого русского фашистского отребья. Ни соседям, ни внутри гадюшника. Это историческое время. Поддержите Казахстан. Да, мол, поддержим. Аслан Дометьев, Аслан Украины, президент Украины. Нет, нет, конечно. Так. Илларионов в реальной оппозиции против Кремля, в котором в будущем мы договорились. Все, да, сорвалось у нас. Так, модератор, не спим, у меня зависло, как у вас? Ну, все, работает у меня. Здесь, как обычно, зависло, но ничего. У таксиста всея Руси патология нейрофизиологического характера, и, следовательно, от него может ожидать все, что угодно. Это мое мнение. Нет, поверь мне, все это понты. Он очень сильно хочет жить. Клянусь Аллахом, он хочет жить больше, чем мы с тобой. Я вот не знаю, как сколько ты хочешь жить, но я знаю, что он хочет жить больше, чем мы с тобой вместе взятые. А это его автоматически приводит к завершению его, к делу времени. Так, друзья, я постараюсь скрыть свою прекрасную шевелюру. Так, Зеленский вернул ФСБшников Татаров, Казак, Ермак. Ну, не спеши, Игорь Кириллюк, не спеши. Не спеши. Главное направление. Как мы знаем, рядом с Ханкалой два больших кратера. Но вы за, чтобы русский сапог покинул речки Отчем, и как закрыть нам ямы. Сунамца, Аслан, амубое. Я не знаю. Так. Цены на газ снизят и конец протестам в Казахстане. Игорь Пружинкина. Да, Игорь, именно так. Путин психически больной человек. Это доказал швейцарский ученый. Секрет Румтер. То, что он психически нездоров, это можно допустить. 20 лет, 21 год, 22 года находиться у власти, конечно, у любого крыша съедет. Тем более в России. Он на самом деле был самый богатый, самый влиятельный человек. И сейчас остается очень сильным, влиятельным именно в этом плане человек. У него есть армия убийц, хорошо подготовленных. У него распоряжение яды, всякие разные. Так, друзья, мне надо немножко свою
шевелил рот, причесать, расчески нет. Ну ладно, кепку не буду одевать, оставлю. Поэтому, ну вот, у меня чат пропал теперь опять, вот теперь появился. Слабовато тянет. Так, Украина никогда не будет в НАТО, говорит. Ага, пришел к нам, забаненный какой-то. Путин, так, тоже больной, вот я отвечал секрет тебе, друг, больной это понятно, психически больной. Ну вообще, в 99 году, когда он приходил к власти, он был больным человеком. Потом он только бешеный зверь может взрывать женщин, детей спящих, своих соплеменников. Это однозначно, это больной человек, но это, знаете, такой больной в смысле как маньяк. Он всего боится, но если жертва ему попадается, он просто становится господином, властителем этой жертвы. Поэтому и он считает, что вот он повелитель этой жертвы. Но когда реально над ним нависает угроза, он может такой тихий, замкнутый, такой послушный, без выпендрежа своего. Так, вот в этом плане я хочу сказать, он больной. Так, Фриман, вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всего от людей, которые на эту войну не пойдут. Которые не пойдут. Джордж Оруэлл. Йен Уа. Нет, надо Пороха ждать на следующего выбора, и он единственный, кто в состоянии прищемить хвост кремлевской крысе или вообще ставить военное руководство из армии кого-то. Вот я считаю, что Пороха нельзя возвращать, нежелательно решать это украинцам, конечно же, ваше дело, но нужно из армии нормального человека. У вас есть полно нормальных людей, грамотных, умных, патриотичных, которые и повоевать успели, и пороха понюхать, и ранения получить, или и увидеть войну своими глазами. Вот таких людей надо. Порох это коммерсант, бизнесмен, миллиардер, а эти люди, у них слишком много связей с Россией. Не нужен вам порох, вам нужен нормальный украинский казак нужен, который придет, военный это вы, ну не спецслужбист. Только не СБУ, не КГБ, вот этого близко туда нельзя. Военного или какого-нибудь просто патриота, такие тоже есть в Украине. Да всего полно, Украина вообще супер страна. А будет еще круче, когда вы выстоите. У вас, чтобы не выстоять в Украине, просто, не знаю, чудо должно произойти. И русские рассчитывают на это чудо. 22 год они считают для себя решающим. Даст Украина слабинку или не даст? Вот в чем вопрос. Даст Запад слабинку или не даст. Но то, что русские будут остановлены, это факт. Чем быстрее, тем, значит, меньше кровью. Так. Как рассуждает русский? Если даже эти дома и взрывал Путин, значит, в этом была необходимость. Тем самым он предотвратил 1000 убийств будущего. Да, это очень хорошая такая трусливая позиция их, которую они очень четко, в четком направлении выдерживают. Очень такая развитая позиция у них. Всегда можно сказать, что мы это делали ради величия, ради спасения миллионов людей. Подумаешь, там 300 каких-то русских, 307 человек взорвем. Вот как надо. Вот. Да, было дело. Так, русские можно верить только Курочкиным и Сотнику. Остальные лгуны и ебнюки. Исаак Шмулевич. Да, Исаак. Пока, ну, есть еще русские, есть. Я вам еще не всех своих знакомых показывал, может, да? Всему свое время, может, да? Фриман антипутинизм потрясает невероятная дремучесть и дикость российской власти. Оппозиция и подведомственный ей народ больны имперской чумой величия русского мира. Мне кажется, Фриман антипутинизм, русский народ, он уже как-то сам в стороне как-то где-то там копошится, а эти великие деятели,
делают историю, как они считают, для того, чтобы спасти КГБ за все преступления, которые совершены сейчас, разграблено. Смотрите, какой результат они сделали. Их задача, разграбив всю Россию, захватив этот послушный русский народ, Запад должен оставить и не трогать Россию на определенном этапе, на определенном вот этом своем пространстве жизненном. И русский народ будет медленно зачихать, разлагаться, прислуживать, как, например, в Индии есть касты. Вот так поделится этот русский народ. И там будут люди, которые будут доступны, там, можно, на ком можно жениться, кого можно на бал приглашать. Нельзя. Вот такого плана будет их будущее, мне кажется. Посмотрим. Так, Аслан, у таксистов всея Руси патология. Гилаев точно так и рассуждал. Яроша в президенты. Нет, Яроша я не знаю пока. Ярош про Чеченскую республику не говорил, поэтому я пока за него топить не могу. Они вызывают у меня подозрения, все, кто не признают нашу страну. Хозяин, ассаламу алейкум из Казахстана, нужен цивилизованный мир, демократия и так далее. К черту русский мир и их режим. СНГ, шестерка Кремля, коррупция. Да? Дорогие россияне, не голодайте, пейте чай с рязанским сахаром. Батил-батил, адудавлету. Порохов в тюрьму надо. Я ему, кстати, сказал пару ласковых, когда представился случай. Говорит, Плахтырь Алексей. Все будет. Ичкерия, слава Украине, Аллах, Казахстан. Довели. Так. Секрет Трумпетер. Больше всех Трумпетер. Я почему всегда Трумпетер. Будущее свободный народ это дружба с Америкой. Лучше уже вестернизация, чем русская. Так. Сколько тонн рязанского сахара нужно русским, чтобы защитить? Им дикейлер владыдыч. Им айс элвлитер, раду давлитюр. Так, Эд Мамедов, салам аслам, вопрос. Был убит Хангашвили, убийцу поймали, судили, грузинских источников, как они освещают это, ничего не нашел. Ведь Хангашвили был гражданин Грузии, как ты думаешь, почему? Эд Мамедов. Эд, салам, приветствую тебя, дорогой. Да, к большому сожалению, ни оппозицию, ни действующую власть, ни представителей Министерства иностранных дел, никого на суде я не увидел за все время, которое я там был. Не знаю почему, с чем это связано было. Сейчас задержали какого-то грузина, генерала, вот за него сейчас начали говорить, писать там и так далее. Своего гражданина, грузины, если так относятся, то что я должен думать об этой Грузии, об этих грузинах? Он в 2008 году воевал за эту Грузию, был гражданином, даже если не воевал. И о нем я ничего не слышал от грузин. Вообще, это такая неприязнь к чеченцам, или боязнь там показать, что, или это, я не знаю, что это. И меня это очень настораживает, вот это поведение грузинского общества, грузинской власти, грузинской оппозиции. Этого не было. Этого не было. Вот сейчас задержали генерала какого-то в Германии, здесь его хотят выдать. Не убит он, ничего, но начали говорить там, писать, вот его посадят там и так далее. Я тоже поддержал это, там перепостил у себя. Вы видели, Инна Курочкины у себя делали. Вы знаете, Инна сама родом с Грузии. Другие грузины об этом тоже пишут, там говорят. Про Хангашвили ни слова. Ну, не то, что ни слова, не видел я. Асарцу, не думали, что чеченцы будут в будущем править в Москве, хозяин? Хозяин,
Аслан Арцуев не думали, говорит, что чеченцы будут в будущем править в Москве. Хозяин, кстати, ты написал с маленькой буквы. Так, не думал я, что будут в будущем править в Москве. Чеченцы не будут. Ну, будут, может быть, там какой-нибудь будущем, да? Но для того, чтобы оставаться чеченцам нужно попросить ответить русских за те преступления, которые они совершили против чеченцев. В противном случае это не чеченец, это этнический чеченец, чеченоговорящий, но это не чеченец. Потому что такие вещи, как такие преступления, которые совершила Россия против чеченцев, они не прощаются. Просто так это не прощается, не забывается, не проходит. Был один чеченец, который баллотировался в президенты России, и я тогда помню, анекдот как раз был по этому поводу. За Умара Джабраилова проголосовало 0, там каких-то % людей на выборах президента, где он того кандидатом был. И был анекдот. После выборов президента Российской Федерации установлено точное количество друзей и родственников Умара Джабраилова. Их 0,0% тысячных каких-то процентов там от граждан России. Поэтому то, что там есть, Руслан Кутаев там рассказывает, мы возьмем Россию, все алмазы Сибири мы возьмем, там такие речи иногда слушаешь, думаешь, елки-палки, кто-то верит в это все. Ни Руслан, ни другой, ни Умар, никто либо не займет больше, если он не будет большим русским, чем был Сталин. Этот чеченец должен быть больше русским, чем русский. И вот в таком случае есть вероятность. Да, будет. Кадыров не тянет на эту роль. Кадыров тянет на роль такого верного, преданного холопа, солдата, который там, да, Владимир Владимирович, я уж скажу, выполню, что вы скажете. Вот так он этого может роль. А чтобы возглавить таких как Рамзан, вот позавчера смотрел Соловья, и ему задают вопрос, вот там какая-то там полномочия Собянина, Кадырова, там мнение, о чем-то там речь была. И определенная самостоятельность этих фигур, он говорит, ему задает журналист вопрос на эту тему. И он говорит, у Москвы, конечно, больше, он так просто автоматически выдает информацию, мне кажется, у Москвы больше, мэра Москвы больше самостоятельности, он говорит, в определенной степени, больше самостоятельности, чем, и не говорит Кадыров, чем у Кавказа, что ли, так он сказал. Вся вот эта самостоятельность Кадырова, она надумана. Кадыров только вот на территории вот выданы. Да, есть определенные полномочия, это определенные там, например, больше у какого-нибудь там любого другого чеченца, скажем так. Вот больше есть, да, может какого даже генерала, какого-нибудь ФСБ чеченца, у Рамзана больше, потому что он может, там ведь все вась-вась там решается, там договори, поговори, тот же, например, директор ФСБ или другой какой-нибудь ФСБшник может попросить Рамзана, когда встретиться с Путиным, там какую-то записку передать, фамилию произнести, там где-то словечко замолвить, просто произнести, в администрацию президента какие-нибудь документы отправить. И за это как бы Рамзан, конечно, имеет определенный вес. Но им пользуются. Рядом с Рамзаном есть Мартынов от ФСБ, который контролирует полностью охрану Кадырова Рамзана, самого Рамзана Кадырова. И при необходимости вот эти люди, которые сутками тренируются, а Мартынов терроризирует людей и для других глав, и для других там нужд, в том числе для убийств. Там же и тренируются отдельно убийцы для Кадырова, которых можно сюда в Европу отправить, еще что-то сделать, там целая система. Но чеченцы не могут править Москвой, не могут править Россией, оставаясь чеченцами.
Слишком много сделано и произошло между нами, чтобы мы могли быть вместе. Это не может быть, потому что это не может быть по определению. Потому что если это произойдет, то это уже не чеченцы. Если Россия извинится перед нами, восстановит полностью тот ущерб, который она нам нанесла, привлечет в первую очередь от уголовной ответственности всех виновных, расскажет все это, проведет открытый процесс, поможет провести этот процесс, задерживать людей, еще что-то. И даже тогда потребуется определенное время, чтобы свободные настоящие чеченцы сблизились с Россией. В противном случае это будет предательство памяти этих убитых наших людей. Вот как это будет. Я вижу только в западном направлении двигаться, Турцией, Западом, вот в этом направлении двигаться мы должны. Вот как-то так мы можем. В первую очередь я вижу это НАТО, вот этот прекрасный флаг, который мы должны. Я вижу Соединенные Штаты Америки и наш, конечно, прекрасный зеленый флаг. Вот так я это вижу. И только тогда я это все вот говорю, и флаги, это все политика получается. Но я не политик, я не хочу им быть, не собираюсь им быть. Я хочу, чтобы были права у нашего народа. Права у нашего народа будут. Не когда мы будем править Россией, которой мы никогда не будем править, а будет тогда, когда Россия отстанет от нас. Это единственное. Все остальное иллюзия, сказка, обман. Это неправда. Ничего у нас нет и не может быть общего с Россией, кроме преступлений, которые уже совершены и в одном процессе должны разбираться. И то Россия может годами, десятилетиями увиливать от этого, а мы годами и десятилетиями должны преследовать ее в этом. Всегда об этом говорить, завещать нашим детям и внукам об этом говорить, юридическую работу проводить, информационную работу проводить, для того, чтобы это все закрепить и сохранить, и не забыть это все. Потому что как только мы перестанем об этом говорить, они это снова повторят над нами. Мы должны говорить, говорить и говорить до тех пор, пока не уберется она с нашей страны и не накажет виновных. Так. Давайте я перемотал, извините, кому не ответил. Так, у нас время. Наш враг не только Путин, и не только Сурков, и не Кадыров. Надо разорвать всю империю, тогда у них будет выбита почва из-под ног. Кадыров, Сурков отстранен, Кадыров никакой роли не играет. Там есть другие лица, другие фамилии. Сурков тоже наполовину чеченец, на его руках сколько крови. Ну, Сурков такой же чеченец, как половина хохлов, которые живут в России и служат в российской армии, воюют против России, против Украины. Так. Асан, чего стоит рожа Путина, снятая корреспондентом во время посещения места взрыва? Это что-то. Да, это был самый шикарный просто. Как этот фотокадр. Я разговаривал с психотерапевтами. Есть группы в Фейсбуке. Я спросил, почему вы допускаете использовать технологии, подавляющие волю человека? Ведь Путин поставил это на поток, и все боятся. Фриман, антипутинизм. Русские сегодня внутри Рашки национальное бедствие, а вовне стихийное, вроде землетрясения и наводнения. Фриман, ну ты вообще находишь, что сказать.
Одну Давлету. Чечня даже сегодня является свинкой-копилкой для русских. Когда совсем нечего будет жрать, русский царек найдет сахарок, чтобы натравить голодранца на чеченский народ. Да? Амзад Гилаев, Аслан, дал эту мабуэль, хауочу мантя. Амин я Аллах, амин я Аллах. Цхани мабуэль, хауочу мантя, эту. Пусть весь мир перевернется, но Ичкерия будет стоять, да Аллах. Ночи аух за Ичкерию. Да Аллах, Савош, да Аллах. Джон Траволта, привет. Так, Фрима, избавление от воровской банды может быть достигнут только силовым путем. Но население до этого пути не дозрело, как в силу глупости, так и в силу природной трусоватости. Да, теперь, друзья, у нас осталось немного времени. Я бы хотел вам показать очень важный фильм Андрея Деркача. Мне очень нравится эта передача на канале «Голос Америки». На настоящем времени, по-моему, тоже это показывает. Про новые технологии, которые происходят. И я сегодня свой стрим заканчиваю. Хотел бы вам показать буквально 5 минут, может быть, этого фильма. Это очень интересные вещи. Это новые технологии, которые достигаются Америкой. Вообще Америка, западная страна, одна самая интеллектуально развитая страна. И я хотел бы чеченцам именно в этом направлении, чтобы чеченцы двигались. Потому что технологии, знания, которые сейчас есть, американские вузы считаются самыми лучшими в мире. Они есть и в Англии, и в Германии, и во Франции. В других странах, в Швейцарии есть. Но Америка считается одним из самых лучших образований, хотя очень дорогое. Но в Германии, кстати говоря, оно бесплатное. И все умные люди, все успешные, пытающиеся разбогатеть люди, добиться чего-то в этой жизни люди, все устремляются в Америку, потому что Америка предоставляет такие возможности. И я бы хотел, чтобы мы двигались в этом направлении. И это очень-очень важно, потому что будущее всегда было, и прошлое было, и настоящее, и будущее всегда за умными людьми. И мы должны наших людей, умных, делать в самых лучших вузах. Благодаря тому горю, которое, да, нет худа без добра, как говорится. Из-за этого горя, не знаю, благодаря этому горю или нет, из-за этого горя мы очень многие оказались. И у нас здесь учатся. Призываю всех детей учиться, самообразовываться. Сейчас есть масса возможностей в интернете. Не пользоваться все время какой-то ерундой. Учиться, познавать что-то новое, загораться, зажигаться новыми идеями, получить какие-то новые знания. Это касается в первую очередь молодежи, и юристов, и журналистов, и так далее. И двигаться в этом направлении. И вот вам хочу показать передачу, программу «Детали» с Андреем Деркачем от 1 января 2022 года, да, уже 22. Всего самого хорошего. Хочу вам пожелать всего самого хорошего. И я думаю, в пятницу, наверное, мы увидимся. Может быть, раньше увидимся. Ну, следите за анонсом. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Украине. Адикюэль, маш оэль. Приятного просмотра вам, друзья. Чтобы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Сегодня мы подводим некоторые итоги года. Роботы будущего. Посмотрим, чем нас удивила робототехника за последние 12 месяцев. Как на ладони, вспомним, какие прорывы в освоении космоса совершило человечество в минувшем году. А также медицина 21 века. Расскажем о наиболее интересных медицинских достижениях 2021 года. В выпуске новостей в минувшем году часто напоминали сюжет фантастического фильма. Были представлены и роботизированные кухни, и роботы, работающие в космосе, и даже биороботы, способные самостоятельно размножаться. Гуманоиды становятся чем-то большим, чем просто умными машинами. Достижение 2021 года показывает, что между роботом и человеком уже возможна мысленная связь.
Если присмотреться к некоторым примечательным разработкам в робототехнике этого года, то может показаться, что они являются частями одного целого, элементами человекоподобной роботизированной системы недалекого будущего. За эмоции в ней, безусловно, отвечает команда из Engineered Arts с отработанными на роботе Amicus идеями. I'm standing next to two Amicus. Вот здесь со мной рядом стоят два Амикаса. Это наши гуманоидные роботы последнего поколения. Их предназначение — взаимодействие с людьми, поэтому мы и создали робота, способного выражать эмоции. Человеческое лицо — это очень важный инструмент для общения. За создание рук идеального робота будущего явно возьмется стартап Clone Incorporated. Роботизированная рука, которую они недавно показали, впечатляет естественностью своих движений. А передвижение явно на себя могла бы взять компания Boston Dynamics. Новое видео с их роботом Атласом переполнено такими акробатическими трюками, что в них даже сложно поверить. На веру пока приходится принимать и презентацию Tesla-бота, которую провел Илон Маск. Из нее мы вынесли то, что до магазина робот точно сможет добраться сам. Ведь в нем будут реализованы все беспилотные технологии автомобиля Tesla. Хотя во время такой вылазки навыки робота Леонардо ему не помешали бы. Леонардо уникален тем, что сочетает в себе два режима передвижения. Раньше в роботах этот принцип не использовался. Он может, например, ходить по натянутой веревке, кататься на скейтборде, летать и преодолевать любые препятствия. Лео пригодился бы при исследовании планет и других космических объектов. Хотя уже сейчас этим занимается не какой-нибудь гуманоид, а самая передовая космическая роботизированная система — марсианский ровер Perseverance вместе с роботом, обладающим колоссальной вычислительной мощностью, марсианским вертолетом Ingenuity. Работать ему приходится в крайне неблагоприятных условиях. На Марсе очень разряженная атмосфера, поэтому нам нужно было сделать аппарат очень легким. Пропеллеры также должны быть очень легкие и очень быстро вращаться. Кроме того, поскольку вертолет так далеко от Земли, управлять им пультом, как дроном, невозможно. Нам пришлось написать программное обеспечение, чтобы аппарат мог летать автономно. После того, как мы даем набор инструкций, вертолет взлетает и летит в заданном направлении. А вот более приземленные задачи, например, готовить первое, второе и компот, может взять на себя робот компании Molly Robotics. Точнее, речь идет о целой роботизированной кухне, напичканной современными технологиями, включая компьютерное зрение, искусственный интеллект, всевозможные сенсоры, оптические камеры и так далее. Человек общается с роботом через дисплей либо посредством голосовых команд. Мы разработали систему Gantry, так называемое репозиционирование, которое полностью позволяет роботу работать в environment, то есть внутри определенного пространства, который имеет много объектов, таких как там посуда, лопатки, холодильники, контейнеры с ингредиентами, духовка там, очень много, блендер, то есть, их просто очень много объектов, и для того, чтобы робот мог полностью оперировать этим пространством, он должен, естественно, быть в любой точке этого пространства в разных позициях ориентации. Робот готовит не хуже, чем в мишленовских ресторанах. Машина, она, в общем, программируется таким образом, что она четко выполняет инструкции, которые в нее заложены, без ошибки, и поэтому мы, в общем, если мы используем примерно такие же ингредиенты, как использовал шеф при начальной готовке этого блюда, то машина делает, рекреит это блюдо, и человек, который его, в общем, ждет, он получает продукт абсолютно такого же качества, как она получает от мастер-шефа. Роботы становятся чем-то большим, чем просто умными машинами. Между роботом и человеком теперь способна устанавливаться мысленная связь. Это показала созданная учеными Питтсбургского университета система. Она выделяется среди множества аналогичных проектов, изучающих, как мозг с помощью имплантата управляет роботизированной рукой. В нашем исследовании мы объединяем две вещи. Даем возможность контролировать роботизированную руку и при этом посылаем информацию о тактильных ощущениях назад в мозг. В системе используется массив микроэлектродов, имплантируемых в мозг. Весь обмен импульсами и информацией в них содержащейся происходит через внешнее устройство — компьютер.
Он интерпретирует сигналы, помогает двум сторонам взаимодействия лучше понимать друг друга. Роботизированное устройство также снабжено сенсорами. И когда оно что-то трогает или берет, мы можем понять, какой палец для этого используется и как сильно был взят предмет. То есть мы можем считать информацию с сенсоров, отправить ее в компьютер и преобразовать в некие последовательности стимуляций для мозга. А вот это биороботы. Их назвали ксеноботами. Международная команда инженеров создала их с помощью искусственного интеллекта и клеток лягушки. Ксеноботы могут самостоятельно размножаться и при этом выполнять заложенные в них человеком функции. In the much more near term, it's probably going to be underwater applications. В ближайшей перспективе их, вероятно, можно будет использовать в водной среде, где они себя прекрасно чувствуют. Например, в гидропонных установках вертикальных ферм, где они проверяли бы корневые системы, или на очистных сооружениях для очистки сточных вод. Исследование только в начале своего пути. В будущем такие микроскопические биороботы могли бы создаваться из человеческих клеток и, например, доставлять лекарства именно в те места организма, которые нуждаются в лечении. Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для